Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. У молодежи Туркменистана набирает популярность китайский язык, а вот русский и турецкий теряют позиции. Наблюдатели заметили новые тенденции в изучении иностранных языков. Их определяют международные отношения. Студенты и их родители все менее перспективными считают языки соседей, там, где туркмены сталкиваются с многочисленными трудностями. Языки же стран с прочным положением в мире, наоборот, пользуются популярностью. Источник Turkmen News в образовательной сфере Туркменистана обратил внимание, что буквально за пару последних лет конкретные предпочтения в языках у молодежи заметно изменились. Сейчас в Дашогузском и Марийском вилаятах неофициальный рейтинг возглавляют английский и китайский, а в Либапе китайский и вовсе прочно занял первое место, чуть менее популярны немецкий и арабский языки. Источник, преподаватель в языковом центре, рассказал Turkmen News, что число желающих изучать китайский язык растет в геометрической прогрессии. Если 3 года назад группы едва набирались, то сейчас в них записываются по 30 человек. Студенты особенно стремятся попасть к молодым преподавателям, которые изучали язык в самом Китае или в специализированных университетах других стран. Такие преподаватели зарабатывают по 6-10 тысяч манатов в месяц. Родители их учеников не жалеют денег. Они рассчитывают, что ребенок достигнет такого уровня языка, который позволит поступить в китайский университет и получить полную стипендию. В отличие от России, в Китае финансовая помощь студентам более комплексная и покрывает стоимость учебы, аренды и питания. Например, так работает специализированная программа для абитуриентов из Центральной Азии или правительственная стипендия. При этом конкурс на них ниже, чем на аналогичные программы помощи в США. Китайский диплом дает огромные карьерные возможности. Экономика Китая вторая в мире по объему ВВП, и кадры нужны как внутри нее, так и в международных проектах. Туркменские семьи, которые не могут много платить за уроки китайского, тоже находят способ приоткрыть двери к этим возможностям своим детям. Они нанимают преподавателей старшего поколения. Для пожилых учителей плата за репетиторство становится существенной прибавкой к пенсии, так что и эта образовательная ниша растет. А вот интерес к изучению русского языка стал заметно падать. Источники объясняют это тем, что туркменские родители больше не горят желанием отправлять детей в Россию. Именно в этом направлении вылетающих особенно часто снимают с рейсов. Семьям приходится переплачивать за новые билеты или смиряться с тем, что все средства и усилия, которые они уже вложили в поступление, пропадут даром. С другой стороны, не слишком дружелюбно принимают туркменских студентов и в самой России. Вузы все чаще отказываются высылать им приглашения, то есть фактически лишают возможности легализоваться. Ксенофобия в отношении мигрантов из Центральной Азии и случаи, когда их заманивали на войну в Украине, тоже не слишком вдохновляют туркменских родителей отправлять детей в Россию. У молодых туркменов не пользуется популярностью и турецкий язык. Кажется, его эпоха ушла вместе с гюленовскими школами. Современный режим Турции, похоже, активно принимает туркменов на учебу и работу, а недавно ослабил миграционное законодательство. Тем не менее, от поездок и в этом направлении туркменов удерживают собственные власти. А во время стихийных бедствий и пандемии туркмены в Турции оказывались зажаты между политиками двух стран, как между молотом и наковальней. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.